Ассаламу алейкум ларми нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Если, конечно, таковые будут. И, конечно же, примем запросы, если будут желающие. Если у нас не все еще заснули, конечно же. Валикум салам. Алхамдулилlah, Казбек Дину. Живой. Пока. Надеюсь, полезный. Валикум ассалам. Валикум ассалам. Так. Сейчас я вам пообещал. Валикум ассалам, Бекхан. Вопрос. Расскажи, брат, про Тайп-Эш-Бато, их эмиграционных путей, также прослеживающий возраст. Эмиграция Тайпа-Эш-Бато. В основном мы знаем, что они вышли 600-700 лет тому назад из-за Нашхи. Что касается дальше, Мокшел так себе, держусь. Конечно, можно было бы и лучше, но положение пока так себе, имеется в виду финансовое, а в остальном живые, здоровые, да, лахнеровши мело экономить хаус. Что касается из Нашхи дальше в Ичкерию, Нохшмахка ламбу, юртаю, Эшпатва ламбу, Эшпатва юртаю. Дальше распространение. Считается, что одними из первых, кто спустился на
плоскостную территорию. Так вот. В основном, алейкум ассалам. Дальше спустились на плоскостную территорию, на две ветки. И одна ветка Сэж Ойл, Шали, Старые Таги, Чечен Аул. Ну, до того, как еще была основана крепость Грозная, оттуда в Гойты ищет прослеживаться еще отсюда, если вкратце рассказать. Запрос Цаяч. Так, и поддержку нашего канала Луиза поддержала наш канал. Луиз, дал Духяхвел, дал Сидуэл. Огромная благодарность за то, что поддержал наш канал. Мне вот стало вдруг интересно, на каком языке общались между собой имам Шамиль и Байсам Гурбиноевский. Они знали русский. Нет, там не на русский язык не знали. Хотел вам сейчас про доклад. Им считается, что знали арабский, тюркский и родной язык. Чеченский знал Байсангур в основном. И некоторые слова понимал Байсангур тоже. Вот так. Цаэфир я мелкий, я примерно. Бекхан. Сумму я не называю. Каждый, кто хочет, столько и отправляет. Братан. Сразу ты это увы. И туз, дах той двицом, поэтому каждый по своему усмотрению. Ассаламу алейкум, Баша. Ва алейкум ассалам. Так себе пойдет. Салам маршал дума Сергей Шумилович, да? Дейля, салам маршал. Куда там башлам? Молчняки от намреда. Дашла, алхамдулилlah. Нан мой. إذا دعشوا غير تنساني. إذا маршал Дарлацана. Дайресха. Jo, bra. Vem var så där ser Stina ett ungefär 23 då. Där ser Что вообще ваца? Vad var det tycker jag? Ваца соцом шел веснер. Хватать. Да, мы был. Дело да, что не хин да, там интервала. Там да. А он Да, Оля усом. Да, يختارون Дайресха. Авала чё? Я думал, что да, мало. Да. Да, был مثلا да, да, хватило. Амин. Це башка, да, солайна. Все понял. Мне говорят, да, это Дайресха. Дайресха уже. Тюркский язык был в то время обычно международным языком. Это знают все, без исключения. В то время одним из главных языков он считался. Вот. Такая была ситуация. Правда. Некоторые источники говорят, что пытались обучить его
что он изучал наш язык. Такая информация была. Но ага, Бекхан, через PayPal цеяет, вот через YouTube у нас сейчас идет эфир, YouTube канал у нас. По YouTube там есть, Ибраим объяснит, YouTube чувел башлам.39 лайф, а набрать мои имя, YouTube чувел эфир, он через YouTube можно отправить донат, там есть ссылки, как можно отправить. Если с Европы, то только через YouTube. За границей только через YouTube можно отправить. PayPal, Россию отключили от PayPal. Валикум салам. Так. Так, какие еще вопросы были, на которые я не смог ответить еще? Шаройский Лев Омар, как всегда, поддержал наш канал. Омар Дайрес Хилда Духуахуал. Сегодня аж 2 человека сразу поддержали наш канал. Хотел вам этот доклад злополучный Борятинского зачитать. Никак не могу на него наткнуться. Брат Казбек тоже поддержал наш канал сегодня. Казбек дал Сейдвала Духуахуа. Башлам, грузинам у нас есть претензии насчет земли? Нет. Территориальных претензий к грузинам у нас нету. Территориальных претензий нету. Нохчи юари вайкон истории Белболш хазгиет. Нохчи юари вайкон истории. Белболш хазгиет. Дела. Чуацац с Ижри Бу Хазнехан YouTube чуагона остал дяшами в виду админами являются, помогают. Таисы сегодня я не вижу, но обычно в основном всегда вот ютубовская поддержка, которая есть в ютубе, которая делает первую поддержку. Одним из первых это наша сестра Таиса, она через YouTube всегда делает вот и проживает за границей, следит за эфирами, и не только. Очень много наших сестер, которые непосредственно занимаются нашей историей, которая интересна им. И это, конечно, очень радует. Вот. Хотел вам один момент. Здесь есть очень много моментов интересных. Вот.
Так. Сейчас. Вы пока задавайте вопросы. Ну, за это, когда нету вот этой тематики, касающейся нас, вот, тогда нету у него никакого интереса к его работе, поэтому вся тема затрагивается. Все, что у него есть, все, что ему касается, это непосредственно только дал и взял. Это все только касающееся чеченского народа. Когда об этом говоришь, сразу заходят и начинаются терки между собой. И с этого начинаются все вот эти дыгдухазхир. Поэтому и затрагивается эта тема снова и снова. Так, этноним к истории об этнониях, этногенез чеченского народа, структура чеченского общества и расселения, формирование ингушского народа, вхождение Ингушетии в состав России, участие ингушей в Кавказской войне, попытки христианизации ингушей, принятие ислама, чеченские токумы Экке, Орства и Мелхи, история создания Сунжинского района, положение ингушей ЧССР, письмо ингушских интеллигенций ЦК КПСС Второго съезда Ингушска, проблема пригородного района, провокационная деятельность некоторых ингушских лидеров, раздел дилетантизма, чистой кровью, об эсдал, языке, фольклоре, об башенной культуре, братская межа, административное устройство населения, единство чеченцев, вместо эпилогов, как чеченцы присоединялись к России, оба находятся, время собирать камни. Так, постановление Суми, в прошлом Назрани, так, проблема Халзин, так и с Таймуразом Мансуром, услышат ли справедливости. Войнох чуть-чуть, вам был конкретно шайн истории. Я не без этого. Ага, 460 страница, оказывается, все намного проще. Сейчас, смотрите, есть прокламация князя Борятинского, на условиях которого, которые многие говорили, это тот самый князь Борятинский, который, я повторюсь, многие, может быть, не поняли, чтобы не было понятно, мне по этой тематике присылали, как же и кто вообще по этой тематике проходил. Так, делаешь? Сегодня явно не мой день. Я так понимаю.
Ну ничего. Так, так. Так вот, а, прокламация, о них еще как раз в одном из эфире говорил, рассказывал наш историк Хасан Бакаев. Мы, это очень важная часть нашей истории, чтобы было понятно, на каких условиях вообще договорились непосредственно наши наибы Малой Чечни отходить от территории, отходить от то, что сегодня говорят, что вот отказались, там ушли, и некоторые наибы, понимая, что вести войну на истощение, когда народ сократился, да и проповеди устазов, шейхов, улия, которые говорили, что народ фактически на грани вымирания, нужно внутреннее вот это несогласие, то, что некоторые сюлинаибы на местах творили шамиля, и с чем которые не были согласны, наши все вот эти проблемы, Борятинский прекрасно владел этой информацией. Вот. И само собой была выпущена прокламация, при которой, если вы отходите, оставляете, отказываетесь от войны, то все закончится, и вы останетесь тем, как есть. Я хочу вам зачитать эту прокламацию и вам объяснить как раз-таки по этой прокламации, по каким территориям должна была остаться в то время после Кавказской войны, должна была остаться Чечня. Чтобы было понятно, до 1000, ну, сейчас я начну зачитывать, а там дальше вы сами уже поймете, я надеюсь. Прокламация князя Борятинского Александр Иванович Борятинский, 14.05.1815, 1879. Князь генерал-фельдмаршал. Практически вся карьера Борятинского прошла на Кавказе. Его воинские заслуги были отмечены орденами Святого Георгия 4, 3, 2 степени. Будучи назначенным главнокомандующим Кавказской армией и кавказским наместником, Борятинский покорил весь Восточный Кавказ, Чечню, Дагестан. Пленил Шамиля. В отличие от предшественников, победы князя удались малой кровью, так как он не полагал слепо на военную силу и учитывал обычаи горцев, умело играл на противоречиях в их среде, стремился дать им шанс в мирной жизни. Не случайно победитель и пленник относились с уважением друг к другу. В своей прокламации чеченскому народу 1860 года Борятинский провозглашал: «Я желаю, чтобы вы воспользовались спокойной жизнью. Отныне все силы ваши, которые столь лет тратили на разоряющую нас войну, обратите внимание, имеется в виду нас войну, обратите к мирным занятиям, как то к разработке полей, к ремеслам, торговле. Не имейте более никаких опасений и сомнений насчет вашей будущности. Вы отныне должны быть убеждены, что ваша вера, ваша собственность и ваши обычаи останутся неприкосновенными. Один только обычай кровомщения, как противный Богу и наносящий неисправимый вред лицам, должен быть уничтожен между вами. Каждый из вас, совершивший убийство вследствие канлы, будет судим по русским законам и подвергнут наказанию по определению суда. Сама прокламация. Зачитываем саму прокламацию.
При окончательном покорении Чечни и Дагестана я объявил уже вам устно, что император Всероссийский в бесконечной милости своей великодушно даровал прощение чеченскому народу. Не забывайте 1858-59 год. Миловал своей великодушно даровал прощение чеченскому народу на все враждебные его действия против нас на протяжении более 20 лет. За пролитую кровь русских, за вред и убытки, причиненные нам во время войны. Подтверждаю ныне письменно мои слова, объявляю снова, что все случившееся в продолжении этой бедственной для народов войны должны быть забыто навсегда. Отныне его императорское величество, распространяя на вас свою благость и попечение наравне с другими своими подданными, дарует вам следующие милости. Каждый из вас свободно отправлять свою веру. Свою веру, и никто не будет вам препятствовать исполнять обряды ее. Прежде мы говорили, что вы должны знать, да, как раз таки, еще, несмотря на это, через 5 лет опять же поднимаются вот эти разговоры о том, что будет насильная христианизация, что придется отказаться от исламизации, от мусульманской веры, от веры своих предков, чтобы вот эти разговоры каждый раз при любой нестабильной ситуации в то время велись вот эти разговоры. Поэтому первым пунктом стоит непосредственно вопрос о веровании. О веровании обряда. От вас никогда не будут требовать рекрут и никогда не обратят вас в казаков. Рекрут, то есть принимать его на военную службу, имеется в виду рекрутом заниматься и делать из них казаков. Все земли и леса, самый интересный и важный пункт, все земли и леса на плоскости, где жил чеченский народ до возмущения 1839 года, будут отданы вам в вечное владение. 1939 год. 1839 год, чтобы было понятно. На всех землях, где были чеченцы, они будут отданы. Карта 1839 года вы можете найти у меня на моей странице. Туда входит и весь ауховские земли входят. Туда входит вплоть весь до Малой Кабарды, даже вот эти территории. Граница только с кабардинцами в основном. Другая граница Галашки. То есть эти все границы, то по 1839 год все леса и земли полностью переходят к вам. Но, смотрите дальше. Будут отданы вам в вечное владение, исключая те, которые заняты под укрепление с принадлежащими к ними покосными местами. Эти земли навсегда остаются собственность казны. Там речь идет о Владикавказе, о Назране, о Моздоке, о Грозном, о Кизляре. Это вот где крепости стояли, чтобы было понятно. И где покосные места, где косить. Дальше. Принадлежавшие к ним покосные места. Эти земли навсегда остаются в собственности казны. Дальше самое интересное прислушать. Те же земли и леса в горной полосе, которые народ до возмущения не пользовался и откуда вышел при нынешней покорности, останутся в запасе в распоряжении. То есть это горная местность. На них не предлагается поселять ни казачьих станиц, ни чеченских аулов. Это имеется в виду горная часть. Туда заселять никого не будут. Ни казачьих станиц, ни чеченцев. То есть спускайтесь на плодородные свои земли, плоскостные. Горные никого поселять не будут. Вам отведутся земли на каждый аул соизмеримо числу жителей. И каждому аулу будет дан акт и план вечное владение землей. И вот пункт.
земли, подаренные правительством, и те из не занятых никем земель, которые впредь могут быть одарены частным лицам, за заслуги останутся навсегда неотъемлемой их собственностью. Чьи бы эти земли не были, чеченцам они принадлежали, кумыкам они принадлежали, уарству они принадлежали, вот как отдельно карабулакам принадлежали, кому угодно, кабардинцам, адыгам. Если эти земли, если там есть офицер, царский офицер, чтобы вы были понятно, какой бы территории они не относились, к Чечне, к Чеченскому округу, к Сунжинскому округу, я приблизительно вам говорю, к Моздоку. Если эти земли отданы в дарование офицеру за хорошую службу, то, что он там в Кавказской войне пленил Шамиля, Байсангура, без разницы, кого угодно, был там на стороне царской России, ему давали земли на вечное пользование и оставались за ними. Я для непонятливых объясняю. Это идет с тех пор уже. И когда сегодня говорят, а вот как нам дала Россия, вот так. Россия, царская Россия, она победила в Кавказской войне и раздавала земли тем, кому она считала нужным. То есть, если ты служил в ее армии, не знаю, мог бы офицером, может быть, там, кем угодно. Ну вот ты что-нибудь сделал такое, тебе говорят. Несмотря какой бы это район ни был, к какому бы он тейпу не относился, к селу какому не относился, тебе говорят, вот ты такой-то, такой-то, там, с таким-то, таким-то орденом получаешь 20 сотых наделов. Ты получаешь один офицер, другой офицер, разницы нету. Любой национальности эти земли вечно переходили его владение. Чтобы вам было понятно, с тех пор Россия не уходила. И эти земли не отнимались у этих людей. Только в одном случае. Это в случае, когда царская Россия сменилась Советским Союзом. Но опять же, Советский Союз не отличался ничем. Они даровали эти же земли за службу, там, допустим, передел земель. Ну, объясню вам по-другому. Вот сформировали одно село. Оно принадлежало, там, к какому бы они ни относились теперь уже регион. Огромное село раздали, там 10-20 человек офицерам раздали. На пожизненное. Эти офицеры, допустим, поселились там, допустим, приблизительно на границе. Раньше это были чеченские земли, но сейчас там живут другой национальности офицеры. Их поселили туда. Эта земля их вечно. Они могут подселять кого хотят, кому хотят, могут эти земли позволить поселиться. Они подселяют туда тех, кто им ближе. Ну, наша это родственная тема. И автоматически эта земля переходит ему. И они говорят, это всю жизнь была наша. В советское время отобрали, отправили. Но не стоит забывать, даже если отобрали, если было раскулачено, что бы ни было, при возвращении эти люди в основном селились там же, потому что они знали, что на плоскостной территории там-то жили их предки и селились туда. Ну, кроме пригородного района, грубо говоря. Или в Чечне, если в Чечне получали какие-то. Но в Чечне оно не сохранилось. Почему? Потому что редко сохранились такие именные земельные наделы, которыми мог бы похвастаться Топа Чермоев, Арцу Чермоев и так далее. А остальные князья, которые получали здесь, чеченцы их или уничтожили, или прогнали их. Это князья, кумыкские князья, там соседи Нуцалы, Муцалы, Шамхалы и Беки. Они изгнаны. Поэтому здесь есть земля только тейпов есть там, или чеченская новчая земля. Вот как это получается. Что кроме горной части. Горную часть не отдавали ни офицерам, не отдавали, никому не отдавали.
Здесь, чтобы было и поселяться не позволяли, и отдавать не отдавали, чтобы было понятно. По крайней мере, так говорят здесь. De goede wacht eerst een stuk bij me. Ik denk het nog als weet. Oh, ik ook toe. Так, сейчас отвечу человеку. Заниматься поделаешь. Так. Дайте мне минутку, и сейчас мы продолжим. Нет, неверно. Малая Кабарда была в верхней части Сунжи. От Сунжи, от Терека до Сунжи. Нет, от Сунжи до Терека в той части. В верхней части Сунжи. Не нижней, а верхней части Сунжи. В этом плане, да. Так, минуточку. Так. Сейчас. Буквально минуточку потерпите, друзья. И мы закончим. Лей Эли появилось, было не всегда. Оно появилось, но оно появилось немножко позже. Лей Эли не было между самим чеченским народом. А то, что брали в плен и начали их называть Лей, это было. И никто это, в принципе, не должен говорить, что этого не было, если на то. Так, собор делаешь. Так.
Сейчас мы быстро. Вот во время эфира, когда пишут, на это ответить, на то ответить, бывает сложно. Не ответишь, думают, что возвеломят. Ай, я بقول عارف سيخ يا أنا. Сейчас. Uno momento, прошу вас, уважаемые мои братья и сестры, дайте мне секундочку человеку обломать рога. Лети, шахон хил. Так. Так. Megértem. Так, все. Прошу во время эфира не присылать. Вот единственное, больше я на вопросы отвечать не буду, только на... Возможно, имеется в виду, брат, что у нас отсутствовали крепостное право. Это и есть, конечно же, отсутствовало крепостное право. Вот, эти земли вот таким образом распределялись. Но что самое интересное, речь идет о 1839 году. 1839. А территории были намного обширнее. То есть не было никаких созданных новых военных округов и так далее. Ни казачьих, ни других. Но даже отданные земли им по этой бумаге находятся в вечном пользовании, если эти крепостные были там. Дальше. Которые на возмущение, так, казны. Те же земли лесной город Подскадно возмущены, чеченский аулам, отведутся земли аусоразмерные, зачитывал я, про частным лицам за заслуги остаются навсегда неотъемлемой их собственностью. Чья бы эта земля ни была, если царская Россия побеждает и туда поселяет своих офицеров, а те, в свою очередь, сажают их родственников, она автоматически становится того, кого туда поселили. И когда создается, допустим, какой-либо округ или республика, те люди, которые там живут, они говорят, что эти земли исконно были наши, потому что это нам дал царь-батюшка, и они оставались у них. И поэтому карта была перекроена и совсем иная была. Когда сегодня говорят, о, как же так, у вас раньше были такие, а сейчас маленькие. Вот именно за счет этого и было. Если бы война во время бы с первого присутствия поддержали бы, грубо говоря, хорошо, я вам объясню, поддержали бы Петра Первого, а там сразу бы приняли все царские войска, которые шли. Шейх Масур не делал восстания. Кто бы ни приходил, сразу бы принимали и говорили, мы верно ваши подданные. Я вам клянусь именем Всевышнего Аллаха, что территории наделы Чечни, если бы они все бы служили у царской России, были бы намного больше, чем вы сегодня можете себе представить. Намного больше.
и до морей, и до лесов, и до тьму таракани, как говорится. Но история сложилась немножко иначе. Кстати, стоит отдать должное, когда мы говорили о Марии Темрюковне и говорили о черкесах, адыгах, как раз таки по этому вопросу мы тоже рассказывали, обсуждали этот вопрос. То, что своевременные династийные браки, которые заключались, без разницы, это делали и грузины, это делали все государства того периода, раннефеодального, средневековья, они заключали династийные браки и за счет этого расширяли свое государство или свои земельные наделы. Да, конечно, вне всяких сомнений, в России это немножко изменилось. Вчера я вам зачитывал числа, которые были депортированы люди, то есть их депортировали, выслали из родины. Раскулачивание тысячами и тысячами людей, которые зажиточно жили, их отправляли в Сибирь, и они просто пропадали, умирали, хоронили, потому что климат был иной, суровый, в отличие от нашего мягкого, прекрасного кавказского климата. И десятки тысячи ученых, алимов, кулаков зажиточных, то есть те люди, которые имели свои, они терялись вот в этих степях Сибири, Казахстана, и Азии и так далее и тому подобное. Ну, не все, конечно. Кто-то выживал, кто-то умудрялся избегать и возвращаться. Но речь о том, что это было. А династийные браки заключались, если много офицеров, допустим, сегодня, когда начинают многие говорить, вот были, просто вы должны понимать, сегодня Россия на такой стадии, когда ты можешь, собраться, сесть и говорить, вот вы там в Кавказской войне, вы сразу сдались России или не сдались России, хорошие, плохие. То есть сегодня вот плюрализм мнений, свободного высказывания. Ты был на стороне имама Шамиля, ты красавчик. Ты не был на стороне имама Шамиля, то ты враг. Вот такие вот вещи сегодня есть. А в то время, в советское время, допустим, или в царской России, я очень сомневаюсь, что это можно было бы сказать. Советское однозначно при Сталине такого не допускалось. Потому что если ты защищаешь, там, допустим, власть царской России в Советском Союзе, то тебя как враг народа, как защитник там, ценностей буржуазии и так далее, тому, там, среднего класса, кулаков или противников колхозов и так далее и тому подобное, могли просто расстрелять. То же самое касалось науки. То есть жесткая цензура тебе не позволяли бы сегодня это делать. Сегодня любой, там, кто собрал там, 300 тысяч, 500 тысяч, я не знаю, миллион собрал, сел, напечатал книжки, раздал. Есть те люди, которые вообще без рецензентов их выпускают. Считают себя гением, на самом деле настолько тупые шизофреники, что стыдно даже выпускать, читать эту книгу. Ты начинаешь 2-3 страницы прочел, и можно его на пирожки отправить. То есть, чтобы пирожки заворачивали. Раньше говорили на семечки, а потом говорили на пирожки. Вот, отправлять эти книги. Потому что, как бы, что бы ни говорили, это не труд человека, это сборник слов, набор слов, которые просто-напросто поганит все, что можно и нельзя в истории, в литературе и тому подобное. Ибрахим, скажи мне, сколько в Ютубе человек у нас? И плюс, исходя из этого, честно сказать, вот вчера, когда я начал зачитывать, что почти что 2000 адыгов-кабардинцев, что выслали во время депортации, для меня это стало новостью, честно сказать. Я знал, что карачаевцев депортировали, я знал, что балкарцев депортировали, но что такое количество кабардинцев, адыги, кабардинцы, это одно и то же, депортировали. Я этого, честно сказать, о таком количестве. Я знал о том, что определенное количество кулаков депортировали, то есть отправляли в Сибирь, в Казахстан и так далее и тому подобное. Ну, 2000 человек для Адыгеи, это адыгов, точнее кабардинцев, это много. Кабардинского народа в то время не так уж много было, чтобы вот так взять, вытащить 2000 человек и отправить их в депортацию. Вот. Депортировать их. Ну да ладно.
И поэтому в то время не позволяли писать и говорить все, что ты желаешь, все, что ты думаешь. Хвалить, гордиться царскими офицерами в советское время было не так. Ну, можно было говорить о советских офицерах, там, допустим, героях Муллат Висаитов, Хампаша Нурадилов. Это было все. То есть это поддерживалось, на это финансирование отпускалось. В этом проблемы не было никакой. Но если бы ты в то время сел бы и написал бы книгу, допустим, о возвеличивании Топы Чермоева, или, я не знаю, или Орса Чермоева, или, я не знаю, кого-либо такого периода Кавказ-Царской России, героев, так сказать, после пленения Шамиля, которые оставались на службе у царской России, вот про них написать книгу маловероятно. А если и написать, то только в самых худших тонах. И в этой ситуации, конечно же, люди метались очень сильно. Депорты подвергались также и осетины. С нами в одном селе жили осетины в Казахстане. Дейр-Борзы. И я, честно сказать, вполне возможно. Наверное, мусульманские осетины, может быть. И просто там нету ни одного количества не написано. Там есть и другие написаны народы, но и другие там очень маленькое даже, число очень маленькое, в отличие от остальных. И другие народы там написано. Возможно, там вот среди и другие были и осетины тоже. Я не знаю. Опять же, осетины мусульмане. Но среди мухаджиров то, что есть, это однозначно. В Турции и большие диаспоры есть осетинские, которых я видел и в Ютубе, и с тех пор они мусульмане. Насчет этого как бы сомнений никаких нету. Вот. И еще дальше. Что мы видим дальше? В этой ситуации появляется, давалось добро тот, кто был противником царской власти, а это был Зелимхан Харачоевский. Единственный, о ком разрешали писать в тот период, это был Зелимхан Харачоевский, потому что он противостоял царской России за несправедливость. А вся идеология Советского Союза заключалась в том, что были буржуи, мещане, были богатеи, они эксплуатировали простой крестьянский народ. И человек, который противодействовал, про него можно было писать. Поэтому про Зелимхана Харачоевского снимали там пьесы, там снимали даже, я вам закидывал, да, в фильмах пытались показать советских его, в журналах, в газетах позволяли, книги писать про Зелимхана Харачоевского позволяли. Что не странно. Однако, очень странно другое, что в этот период именно, что касалось Зелимхана Харачоевского, очень дозволено было писать. Это не упрек. Но очень странно другое. Тот же самый Байсангур Биноевский, или шейх Мансур, первый имам Кавказа, о нем очень мало написано. Хотя они были точно так же противниками противниками царской России. Вот что очень странно. Или представители этих тейпов не писали. Потому что, вот, допустим, мы разговаривали с потомком Ачархаджи. Чеченец из тейпа Гяндаргно. Это тот, который убил 2 царских офицеров. Зарубил за оскорбление. В крепости в этом... Не доезжает до... Внезапно, кажется. Там вроде бы он каждый раз путает. Так вот, когда он убил 2 царских офицеров, после этого вся семья Ачархаджи, а у него остались прямые наследники, они преследовались. Они преследовались вплоть до советского даже периода. Они говорят, что после этого их семья скрывалась, и им не давали нигде работать. И вот буквально он как раз таки описывал в своей автобиографии, он сказал, почему-то сегодня хотят быть все, там, и кумыки, и другие приписывают себе Ачархаджи, но в то время, когда наша семья преследовалась, и когда были претензии конкретные к его потомкам Ачархаджи, никто на себя не брал и менялись фамилии. Но то, что менялись фамилии, многие это знают.
Меня удивило, еще раз вам говорю, в жизни и автобиографии, допустим, тех же, очень мало написано про Батуку, про Талхига, про Шуайб Мулла Центуроевский, Айса Гендергноевский, Байсангур Биноевский, Салтамурад, Суалгир Гендергноевский, там, ну, про остальных всех чеченских наибов, которых, в принципе, совершали, воевали за 20 лет, можно написать про любого человека огромные мемуары. И в советское время, в принципе, я как таковой считаю, что, может быть, и не было бы противников того, чтобы написали. Но, есть маленькое но. В отличие от Зелимхана Карачаевского, все-таки у которого был, насколько я знаю, по автобиографии, считает, что его сын вроде бы был сотрудником, да, он устроился на работу специально сотрудником, чтобы отомстить за отца. Есть такая, не знаю, по крайней мере, говорят, достоверная версия. Но остальные не могут это сказать. Они не были приверженцами советской власти. Ни Байсангур Биноевский, никто, ни Зелимхан Карачаев, ни шейх Мансур. Они все до конца своей жизни вели сопротивление. Они сопротивление не только царской власти, а всему инородному. Вполне возможно, за счет этого не позволяли этим людям и писать об этих людях. Другое, почему не позволялось и не писали. Возможно, у нас не было людей грамотных таких, которые могли бы написать об этом. Я не исключаю ни одной версии. Возможно. Почему сегодня у адыгов намного больше написанных и песен, и сказаний, и преданий про шейх Мансура, которые мы сейчас уже с фольклора нам начали присылать. Мы знаем очень много о нем. Мы знаем, что его и провозгласили, и назвали имамом Кавказа, и пишут об этом ученые и абхазские, адыгские, и кабардинские, и черкесские ученые называют его. Сюили не называют, пытаются максимально от этого абстрагироваться. Хотя есть и некоторые документы, где говорится, что имам Шамиль говорил об этом. Ну да ладно, сейчас не об этом. Видать, за счет этого не позволялось говорить и писать о них. Некоторые очень хорошо переобувались, несмотря на то, что их предки были царскими офицерами. Когда прошла советская власть, они переобулись. Есть такие очень хорошие приспособленцы. Есть такое понятие приспособленец, да? Они были приспособленцы, они раз переобулись и начали говорить: да здравствует советская власть, да здравствует атеизм и так далее и тому подобное. Само собой, эти люди не сильно подвергались. Если бы им сказали, что твой предок был там на стороне буржуазной России, он сволочь, он бы пожурил головой, опустил и сказал: да, ну, такое время было. Не стал бы возмущаться. Видать, но не возмущались. Получается так, что советская власть их поощряла и давала им неплохие земельные наделы лояльным себе людям. Не выселяла, допустим, лояльных людей, как некоторых других. Ну да ладно, речь не об этом. Сейчас мы говорим о тех или иных героях, которых позволяли печатать. Уверен, могу сказать, что многие не писали бы и в период Кавказской войны, не писали бы там о героях там того же. Как вы представляете, сегодня автобиографию или историю Байсангура Биноевского, Талхига, Шуайб Мулла Центуроевский, Батуко, Хадыг, сколько их было, всех не перечислишь. Всех не перечислить. Огромное количество наибов, огромное количество муртазеков, огромное количество самых одних из лучших представителей сынов нашего народа, но не та власть, которая была не после. Почему, я считаю, почему запрещалось и не делалось, чтобы не было бы вот возрождения вот этой национализма, проявления национализма. Потому что когда ты чрезмерно начинаешь гордиться своими национальными героями, всем остальным, власть пресекает эту деятельность. Такое было, по крайней мере, в советское время, железно это пресекалось. Потом уже, когда пошла оттепель, уже начали об этом говорить. И это как после сталинских репрессий, после Хрущева. Опять же,
во время Хрущева еще не та оттепель, начали люди немножко говорить. И чувак, который там, да, сидит и со своим шизофреническим голосом начинает рассказывать о том, что, что пели песни Сталину, этому придурку. Я опять же говорю, я опубликовал, я показал, что пели ее все. Надежда была у людей такая. Они хотели, и в то время хотели схитрить, думали. И верили некоторые, наивные, безграмотные, верили, что все это, я лично читал эти письма этих стариков, все это сделали, проклятый Берия сделал. А Сталин об этом не знал. На самом деле не было у нас столько предателей, за что нас стоило выселять. И поэтому они писали письма, пели песни, восхваляли Сталина в надежде, что их вернут с депортации на родные земли. Никто от радости, от любви своей широкой Сталину песни не пел. По крайней мере, я не встречался ни с кем из таких людей. Пели в надежде, если бы Хинц и Хазхарич, Хастич, есть и сегодня люди, которые занимаются тем же самым. Главное, чтобы не тронули, вот от Ичани, Адам, Ам, Денлур, да, есть и сегодня такие люди. Внутри может быть у этого человека совсем другое, но внешнее сегодня, она же играет огромное значение. Внутри ты можешь переживать, болеть за одного, а это лицемерие, вы можете сказать. Возможно, это лицемерие, возможно, это хитрость, возможно, это некий вот маскировка. Маскировка, как у многих хамелеонов, вы видели, да, которые меняются цветами, цвет меняют очень сильно они. Просто-напросто для того, чтобы, как говорится, главное, чтобы встать на ноги. Дальше уже будет видно, где и за кем была истина. Вот. И вот разные периоды писали. Поэтому я, конечно же, с одной стороны, я не упрекаю людей, которые... Но после оттепели, поймите, когда пошла оттепель в 90-х годах, Чечня фактически была сразу уже на грани войны. Чечня была сразу на грани войны. Первая война, и с этого пошло-поехало. Поэтому надо к этим вещам относиться немножко по-своему. И как бы кто бы ни говорил, что бы ни делал, нам было немножко сложнее в этом плане пробираться через все эти... Эфир идет стандартно с 11 часов. Эфир идет с 11 часов. Так. Бяхмобилыш, как-то пытаюсь... Почему-то каждый из нас считает, что алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
Да нет, это не из-за этого. Если бы все было бы так просто, 3 человека, да, 3 человека сегодня поддержали. Бекхан тоже хотел поддержать, но он, видать, в Европе из-за этого не смог, как говорится, поддержать нас. Ну, поэтому, да, я долго, как раньше, не могу вести эфиры, к сожалению. Like Ceylon еще, да, она их едят свой, но постараемся максимально, максимально сделать все, что можно. Мгм. Да, я раньше делал, но сегодня я не могу. Уже дальше, к сожалению, я не могу уже. Вы уж меня простите. Если бы я мог, а, не из-за физического, физически я могу это позволить. А вот, к сожалению, сейчас блогерская деятельность идет, к сожалению, вниз. И все, что я могу сделать, я пытаюсь. Так, что это у нас здесь? Мгм. Вот меня всегда удивляла фраза «присядь, в ногах правды нет». А можно? Так, все, ладно. Так, 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 я захар. Так, все. Ютубе, возможно, Ютубе все, кто хочет с Европы задонатить, просто через YouTube можно отправить. В Ютубе есть программа, Ибраим нашел, через которую можно спокойно отправить донейшн, так что с этим проблем нет. Вот. И разные периоды, разные возможности. Я еще, когда учился на историческом факультете, когда я задал вопрос своему преподавателю, почему вроде бы в свободное время вы могли написать, возможность была в советское время, когда были сильные ученые, мы не написали побольше о нашей истории. Почему все говорят, что наша история где-то спрятана, закопана, сожжена в центре города, Сталин сжег и так далее и тому подобное. Он сказал, что в советское время именно в историческом факультете учились где-то до процентов 80, учились работники Башлам, что с онлайном. Я не понял, а что? А меня не слышно, видно, слышно? Друзья, кто-нибудь, напишите мне, меня видно, слышно, нет. Я то сейчас здесь рассказываю, может реально приостановилась связь? Слышно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Слышно. Видно меня тогда? Слышно-то слышно. Все хорошо. Ты имеешь в виду мало людей? Ну, потому что не заскочили, понимаете. Так вот. А,
чем я говорил? Было до 80% сотрудников там КГБ учились там на этом факультете. Все боялись, что посадят. Из-за этого они писали. Ну, а потом началась война с начала 90-х. Остальные люди писали в свободное время, сочиняли, гадили. Но в то время выгодно было писать плохое чеченцам, потому что все средства массовой информации российские ярлык на весь народ занабрасывали. И нечистые на руку и сердце, и люди, которые с ненавистью, с презрением относятся к ночи народу, и написали свои писульки. Достойные, конечно же, не написали ничего. Пока у нас шла, так сказать, война. И кто-то задонатил даже. Сейчас посмотрим. Кто-то поддержал нас. Джайраховские дышни донат прислали. Дал Саевел. Огромная благодарность всем, кто понемногу поддерживает наш канал. Сегодня аж целых 3 человека задонатили. 4 человека. 4, кажется, да? Или 3? 4. Ну, 3-4 человека. Я как-то остановился, и чтобы отвлекаюсь. Дальше. Правители, поставленные над вами, будут управлять вами по адату и шариату. А суд и расправа будет отправляться в народные суды, составленные из лучших людей, которые будут избираться вами назначенные должности в согласии с вашим начальником. Снисходя к бедному, снисходя к бедному положению народу, потерпевшему от разорения войны, правительство освобождает вас от взноса податей на 5 лет и тем, чтобы в течение этого времени устроили свое хозяйство, отдохнули вообще, поправились в домашнем быту. По истечению же льготного срока, то есть 5 лет, вы обязываетесь уплачивать подать на каждого дома по рублю. В первое же время вам предстоит только назначить содержание вашим аулам, старейшинам, муллам и так далее, службу вашего общества. Точно так же в течение 5 лет мы освобождаем вас от обязательства выставлять милицию. Вы будете только назначать людей для рассылки бумаг, приказаний для караула при арестантах в аулах и на дорогах. Когда же пройдут льготные лета, вместо назначенных людей каждый раз по особому требованию вы обязательно выставлять постоянное распоряжение ваших начальников не более как по одному конно вооруженному человеку с каждых 100 саженей на полное содержание общества. Ну, то есть фактически то же самое, что и в имамате, только уже на государственное общество. Наймом или по очереди, как мы сами найдете для себя, по общему сообщению лучшим. Эти люди будут постоянно находиться при ваших начальных для рассылок, для караулов, при арестантах и для поддержания порядка и спокойствия в крае. Объявляя вам эти милости, я желаю, чтобы вы воспользовались спокойной жизнью. Отныне все силы наши, которые столь лет тратились на разоряющую вас войну, обратят к мирным занятиям, как то к разработке полей, к ремеслу и торговле. Каждый из вас, кто пожелает, можно будет заниматься ремеслами, торговлей на общих основаниях, предоставленных для всех подданных русского императора. Вам теперь открыт путь во все места за Сунжу и Терек. То есть до этого было запрещено вообще переходить Сунжу и Терек. Где вы найдете для себя промысел для произведения ваших и высших избыт. В стране ваши войска разрабатывают дороги, по которым вам будет легко провозить все, что вы отправите для продажи. Вы скоро сами убедитесь в пользу для вас этих дорог. Но чтобы они всегда были полезны, надобно поправлять их, чинить мосты и давать зарастать лесам вырубленными войсками. Это будет лежать в вашей обязанности. Повинуйтесь назначенным над вами начальникам, преследуйте, ловите и выдавайте преступников беглых, не скрывая их ни под каким предлогом. И назначайте от себя по очереди людей для
того, чтобы караулить их в аулах, отводить их в другие места по назначению, по назначению начальников. Это главное, что мы от вас требуем для вашего же собственного спокойствия. Никто лучше вас самих не может знать этих людей, живущих между вами, которые любят разбой и грабеж. Никто лучше вас не может узнать о прибытии в край таких людей из других мест. А потому мы возложим ответственность за убийство и грабеж на те аульные общества, на земли которых они будут случаться. При прохождении войск через ваши земли мы будем иметь надобность в подводах от жителей. Число этих подводов будет назначаться главными начальниками, сколько возможно без обременения для вас. Из-за каждого подводу сверхположение для войск, это имеется в виду, когда войска будут проходить через вашу территорию, там вода, еда, там лошади, поддержка, которые, вот о каких подводах идет речь, чтобы было понятно. Вот, дальше. Справедливое распределение подвод между жителями по очереди будет возложено на сами общества, то есть вы сами должны, под наблюдением найбов и правильность распределения будет проверяться народным судом, собственно. Для сохранения лесов от истребления должны назначить в каждом ауле особые лесные участки и запретить порубку их без дозволения общества. В тех лесах, в которых рубка будет производиться свободно, должно установить денежный сбор по приговору Народного суда, для того, чтобы собранные деньги употреблять на содержание школ, на пособие бедным, пострадавшим от пожара или других несчастных случаев. Деньги эти будут храниться в Народном суде, и за правильным их употреблением будет учреждаться надзор. Вот все, что вы обязаны будете исполнять. И ничего более того, чем я вам теперь объявляю, от вас требовать не будут. Не имейте более никаких опасений и сомнений насчет вашей будущности. Вы отныне должны быть убеждены, что ваша вера, ваша собственность и ваши обычаи остаются неприкосновенными. Одним только обычаем кровокромщения, как противный Богу и наносящий неисправимый вред лицам, должен быть уничтожен между вами. Каждый из вас, совершивший убийство вследствие канлы, будет судим по русским законам и подвергаться наказанию по определению суда. Вы скоро сами поймете пользу уничтожения этого дикого обычая, когда увидите, что правительство твердо охраняет ваше спокойствие, станет просить вас сами об измерении некоторых других обычаев ваших на сообразных с наименьшим положением вашим. Сельские муллы и кади обязуются прочесть эти объявления при мечетях столько раз в дни джума, чтобы оно сделалось известным всему народу и верно объяснялось содержимое его на местном языке. При этом предваряло, что если бы сами явились между вами злонамеренные люди, которые стали бы вас тревожить, народ ложными превратными толками, то они подвергнутся самому строгому наказанию без малейшей пощады. Главнокомандующий Кавказской армии, наместник Кавказский генерал-маршал А.И. Борятинский. Вот данное, прокламации, которые были розданы, это еще во времена Большой Кавказской войны. Так что, господа мои хорошие, не все так просто, как казалось бы, не все так, как сегодня нам пытаются преподнести, однозначно. По мере возможности, конечно, делалось все, чтобы Борятинский прекрасно знал проблемы, прекрасно знал ситуацию. С одной стороны, открываются большие возможности, с другой стороны, можно остановить это кровопролитие. Он использовал это. Можно ли сегодня говорить о том, что когда с одной стороны преподносилось, что в башнях чеченских, в горных аулах сжигали
некоторых представителей нашего народа за то, что они не согласны были сразу переходить на шариатское правление или подчиняться. В принципе, в основе своего было подчинение там, Сюйле или кому-либо другому. Вот это недовольствие каралось очень жестоко. Ибо с одной стороны, для строительства теократического государства в понимании имама Шамиля там не было нации Сюлли, там Нохчи, Умки, такого не было. У него все равны, мусульмане и так далее. Тому подобное. Но для народа, который жил тысячелетиями, жил по своим понятиям, для них Сюлли это Сюлли, Умки это Умки, которые жили по своим понятиям, Лей, Эли и так далее и тому подобное. И мы, которые никогда не жили в таких условиях, где все была военная демократия, это сложно. Сложно прожить там 1000 лет и сразу. Хотя, с другой стороны, поддерживающие имама Шамиля предки, это же тоже наши предки с вами. На его стороне фактически большая, малая Чечня, а это огромная, большая часть его имамата, это была Чечня. Там Дагестан небольшая часть, там треть, кажется, даже, да, треть была только входила в состав имамата. По крайней мере, на картах она вообще маленькая, кусок от Дагестана. В основном вся Чечня. И житница этой войны Чечня была. Почему сегодня Патя и ей подобные все говорят, что якобы там жили там, воевали и жили за счет Дагестана, я не могу этого понять, конечно же. Странно. 20 лет в Чечне продержался, а вот после Чечни, конечно же, и годика не прошло, и даже полгода не прошло. Через 4 месяца он решил. Ну, вы знаете, сегодня, когда начинают говорить, что Шамиль остановился, вот вся их доктрина Кавказской войны, и почему Шамиль остановился, и все обсуждение там всех историков дагестанцев, он говорит, он сказал, что хватит крови, хватит убийства, там, вдове слезы не хочу видеть, слезы сирот не хочу видеть. Жалко, что он это понял не так рано, как это поняли, там, допустим, его наибы. Вот. Он это понял только в Дагестане. А вот в Чечне он этого не понял. Это, конечно, вопрос к тем историкам, которые так любят. Опять же, я не осуждаю, мы не осуждаем, мы говорим о проблеме Кавказской войны и как это сложно все-таки было. И сегодня из-за этого происходят и дебаты, и общение, кто же прав, кто не прав в этой ситуации. И чью бы сторону нужно было занять. Вот. Ну, как говорится, каждому свое. Вот так вот, мои друзья. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Задавайте вопросы, если у вас есть. И я отвечу вам. Вот попросили у меня про прокламацию Борятинского, я зачитал. Вот с этой книги. Остальные книги, как я вам содержание зачитаю. Если вы скажете, давайте в следующем эфире мы зачитаем, да, о создании там Сунжинского округа, или, я не знаю, об этногенезе нашего народа, или какие-то спорные варианты, красный ковер, или там что угодно, вы скажите, вот сегодня давайте об этом обсудим, мы это будем обсуждать. Потому что вам интересно. Вот. Ибрahim, есть вопросы? Задавай, потому что у меня возможности, к сожалению, очень ограничены у нас, поэтому, чтобы можно было к следующему эфиру оставить там немножко возможность провести следующий эфир, я попытаюсь более коротко делать эфиры, потому что, ну, как говорится, если нету отдачи, будем экономить и включим эконом-режим до тех пор, пока у нас работа налажена не пойдет. Поэтому, алейкум ассалам, задавать вопросы вы можете задать.
из-за долгого сидячего образа начинает спина болеть. Поэтому прошу прощения, если я вытягиваюсь. Есть вопросы, задавайте. Если кто-то в эфир хочет, отправляйте запрос в эфир. Я не знаю, что угодно. В Ютубе, конечно, там я захожу, там столько пишут сразу, Башлам, а где хранится этот ковер, который мы подарили осетинам? Видать, в музее, в главном музее Владикавказа законсервирован, забетонирован 200-метровый ковер, красный ковер, который подарили, который привезли там с Персии, я так понимаю. Так. Ребят, мобилош, сейчас я отвечу. Атханан. Мамса, эфир, ауфубана. Давай. Эфир, аубошляча. Так, впервые Зелимхан Харачоевский и Сулумбек Горовожаев встретились в камере Грозненской тюрьмы в 1901 году. Архивные документы свидетельствуют, что Зелимхан и Сулумбек вместе совершили побег из тюрьмы. Словом, Зелимхан и Сулумбек взаимно друг другу дополняли. Ладно, проверим. Вот так вот. О, телефон сейчас уртак шумятся. Башлам, ты что-нибудь слышал насчет ингушской сотни, которая перешла через Альпы и встретила? Честно сказать, ничего подобного никогда в своей жизни не слышал. Честно скажу. Вообще, я вот до этих 18-го года даже не слышал, что кто-то где-то в чем-то участвовал или что-либо сделал. Ола, не слышал. Единственное, что было слышно, вот из нашумевшего, как этого Тархан Ори или Магас Ори, что его задержали по новостям, вот это громкое, это еще буквально сколько там, лет 5 или 10 тому назад я это слышал. Убийство наших сотрудников на посту, я слышал, что там с этого стреляли и убили наших сотрудников. Это я слышал. Палаточный лагерь, еще в то время я слышал. И все. Больше ничего подобного я о них или что-либо вообще не слышал. Я знал, что есть регион. Я слышал этот прикол 90-х годов про Дудаева, но что там типа Дудаев там дал, ну и так далее. Я не буду сейчас этого зачитывать в эфире, не хочу никого обидеть или оскорбить. Остальное больше я ничего не слышал. Ни про какую сотню я не слышал. Ни про как... Ну что, они участвовали, как и все ночи, там были в дикой дивизии, да, я слышал. Что в Брестской крепости их было там определенное количество, да, я слышал. Ну, как отдельно, что они отличались или что-то там сделали такого, ничего подобного не слышал. И про Риском, что их было больше, я не слышал. Что Бамут они держали, вообще я не слышал. Я имею в виду, что там все они были, я не слышал. Ну, вообще понятия такого нет. Единственные какие-то разговоры, то, что были, я помню, в 90-х годах, якобы там чуть-чуть там паспорт хотели делать отдельно, там кто-то там пытался мелхи отбить. Вот эти вещи были. А дальше ни больше, ни меньше. Зелимхан с отцом сбежал, Алязин. Башлам, что за прикол, мы не слышали. Кто его считает. Вот. Остальное время не слышали ничего отдельного. Есть, нету. Я служил в армии в СССР, и в основном служили ингуши. В основном со мной
служили ингуши, они никогда не говорили, что они ингуши, они говорили, что они чеченцы. Я уже не хочу об этом, честно сказать. Я эти ролики столько публиковал, сколько там в Москве, когда задерживали, диаспора уезжала, или там московские националисты уезжали на разборки, там уже была договоренность, если чеченская молодежь, то их с ними будут работать представители наши там парламента и так далее. Когда ездили, говорили, что чеченцы приехали там на разборки кого-то что-то отжать, выезжали нацики. И эти нацики и в Питере, и в Москве много раз эти ролики публиковал, и Демушкин публиковал, и другие националисты русские публиковали, говорили они чеченцы на разборках, а потом, когда уже их задерживали, начали проверять, и они оказывались ингушами. Такая тема была. Вот. А что касается Европы, ну, сотни не скажу, десятки роликов присылали мне свидетельствами, что с ними живут там десятки и десятки, которые сказали, что они чеченцы, приехали, получили подданство Европы, сказав, что они там чеченцы. Да, некоторые говорили, что они ингуши, тоже есть такие, но грозненские ингуши, что вот все разрушено, в Чечне больше жить негде, вот они грозненские, чеченские ингуши, вот и они уехали, чтобы получить там, такое тоже рассказывали. Очень много рассказывали, аудиозаписей просто столько у меня было, но я это не публиковал, я не вижу в этом никакого смысла, честно сказать. Нету смысла говорить о том, что кто в чем помог, потому что в любом случае такие вещи, ну, это, если я сяду сегодня прилюдно, где будут сидеть адыги, там, ну, хорошо, адыги-то наши, там будет сидеть, я не знаю, узбек, казах, там, не знаю, норвежец, русский, там, якут, сядут, и я буду им рассказывать, вот я своему брату купил сегодня покушать, ему негде было спать, я его привел, уложил к себе спать, он у меня искупался, я ему дал свой шампунь, а он, сволочь, утром, не помыв посуду, ушел, дверь даже не закрыл. После этого он курил или пил у меня. Если я буду вот эти плюсы, минусы рассказывать, грубо говоря, своим знакомым, остальным, ну, это украшает меня? Конечно же нет. Брат брату всегда поможет. И никогда не будет об этом говорить. И когда, честно вам скажу, у нас же этого не было, и никто ничего не говорит. Но вот это все, что ты начинаешь, что бы ты ни делал. Посмотрите, выступление Даудова насчет Ауховского района, там заголовки настолько мощные, я вот уже дальше, на второй день там пошли такие заголовки. Даудов в жесткой форме сказал вернуть земли ауховцам. Вы посмотрите, там Кавказ Реали, Кавказ Узел, другие там, я скрины мне там присылали, Хунгини, Хунхай. Я это, хоть и болел, но все это я читаю, смотрю, везде интересуюсь. И несмотря на это, насчет этого, они начали, мы не уполномачивали, вы у нас забрали. Да, висел. Будь проклят Сталин, который в 1934 году объединил нас. Будь он проклят. Вот так я скажу. Не объединили бы, ничего бы не было. И сегодня Карабулак, Троицкая, Малгобек часть, все было бы, как и было раньше в Чечне. Вот. А сейчас этого нету. Сейчас этого нету, к сожалению. Сейчас видите, как получилось. Вы нам не сделали ничего, мы вам не сделали. Сидит старая маразматичка и там говорит, что Ермолов строил у нас тут мечети, мы должны быть ему благодарны и тому подобное. Почему не публиковал? А вот ингуши на твоем месте публиковали бы каждый день полученное удовольствие. Я не ингуш, не на этом смысле просто ты кушина. Мне не нужно это публиковать. Я это все знаю, но мне публиковать не нужно. В данной ситуации вот книга. В этой книге, грубо говоря, есть все, о чем они говорили. Это в противовес. Я же вам зачитывал, я сказал, посмотрите, какая здесь оглавление идет. Вопросу истории, об этнонимах терминологии. В процессе идет,
идет. Этногенез чеченского народа. Есть. Они написали об этногенезе, написал не имеющий 2 класса, грубо говоря, никакого исторического образования, написал Идрис Абадиев в 2004 году. Эту книгу нашли, мне привезли из Твери, с библиотеки в Твери эту книгу нашли, взяли оттуда и привезли ее. Он в 2004 году вместе с ныне покойным Нурдином Кадзоевым написал такую грязь о чеченском народе. Я вам в эфире это зачитал. 2004 год, в Чечне идет война. И нам ни до соседей, ни до кого. А они сидят и пишут об этногенезе чеченского народа. Правильно это или нет? Почему сегодня şey boşlamsa социальный бец и цауш тебя фитан софитан диашват аз büç bol аз büç mobit баас mobit и все şey не соцош соцомагият баас. Вы приходите канал хайвахки хауниадин хаун данач хауниадин ахслуш и сун деллек бьет, риц махил шо аз такурда. Я говорю вчера, там позавчера, когда иногда бывает 1000, иногда бывает 800, иногда 700. Если я это соберу что-то, какую-то книгу куплю и дальше провожу свои работы, но вам это очень мешает. Я не знаю, я же не тысячами и тысячами собираю, как у вас, там не провожу ничего подобного. И то по своему желанию. Каждый, кто хочет, может задонатить. Никто не хочет, не надо. Кто техническую поддержку оказать может, кто-то подставку пришлет, кто-то там, не знаю, планшет там пришлет или обещает, или там кто-то что-то другое. Кто-то технические работы проводит. Но все во благо своего народа. И ничего, какие богатства, о чем речь. Ну ладно, нет, я просто-напросто не хочу, чтобы вот такие вот разговоры. Дальше. Об этногенезе остановились мы. Этногенезе чеченского. Структура чеченского общества и его расселение. Формирование ингушского народа. Потому что они говорят, это здесь уже противопоставление идет. Вхождение Ингушетии в состав России. Участие ингушей в Кавказской войне. То есть там обсуждается, что они говорят о нас, как есть на самом деле. Попытка христианизации ингушей, принятия ислама. Чеченские тухумы Экки, Орской, Мелхи. Это 3 тухумов, которых ведут с нами борьбу. Которых у нас хотят отобрать. Якобы говорят, что они отдельные. История создания Сунжинского района. Книга написана в 2012 году. В 2012 году, чтобы вы знали. Дальше. Положение ингушей в ЧССР. Каждую можно открыть и читать. Бузуртанов говорил, ничего хорошего нету. Там, допустим, в том, что входили в состав. Давайте 157 страница. Просто хочу вам просто немножко буквально, пока вы все здесь есть. Что происходит в Европе и как там происходит ситуация с европейцами нашими, как ведут разговоры, я знаю. Мне уже столько людей прислали. Ну давайте, смотрите. Сейчас я вам этот зачитаю. Сейчас сперва закончу с оглавлением и вам прочитаю. Дальше. Положение ингушей в ЧССР. Письмо ингушской интеллигенции ЦК КПСС, второй съезд ингушского народа. Проблема пригородного района. Провокационная деятельность некоторых ингушских лидеров. Разгул дилетантизма. История по-кадзоевски. О чистоте крови, об эздел, о языке, о фольклоре, о башенной культуре, братская межа, административное устройство населения, о единстве чеченцев и ингушей, вместо эпологии, библиография, как чеченцы присоединялись к России, об анхойце, время собирать камни, из выступления Лечи Умхаева, акт
принятие присяги ингушами, награды за усмирение Чечни, прошение на имя Чернышова, постановление о дате единения Ингушетии с Россией, постановление Совмина СССР номер 183 о прошлом Назране, прокламации князя Борятинского, я вам сегодня зачитаю, декларации государственного суверенитета ЧИР, чеченские башни, если вдруг шли в подданство не из-за принуждения к 75-летию объединения Чечни и Ингушетии, дискуссии с авторским коллективом истории Ингушетии, Н. Яковлев, проблемы изучения культуры чеченцев и ингушей, Скидский, Назрановские восстания, 1858 год, письмо Халида Ашаева писателю Мугуеву, историку Северного Кавказа, от Иосифа Сталина до Таймураза Мансурова, услышит ли брата, справедливость не бывает однобокой, ВХ Хамхой, Маложба Нохчи и соглашение о границе и другие моменты. Вот все, что есть в оглавлении. Все эти вопросы в основном затрагивались. Давайте посмотрим. Коротко, быстро я пробегусь, чтобы было понятно, чтобы там не было никаких претензий у нас по поводу положения ингушей в Чечне. Ингушские районы были сырьевыми придатками Чечни. Султан Хамчиев это сказал, это его слова. В том, что ингуши имеют какие-то серьезные претензии, чеченцы впервые узнали после публикации в прессе в начале 90-х годов прошлого века развернутого письма ингушской интеллигенции в ЦК КПСС о судьбе ингушского народа, написанного в 1972 году. Все, кто был знаком с текстом данного письма, были крайне удивлены ничем не обоснованным, голословным обвинением в адрес чеченского народа и целенаправленной дискриминацией ингушей, их в ассимиляции в Чечено-Ингушетии. Большая часть чеченцев, наоборот, вполне обоснованно считали, что ингуши являются наиболее привилегированной частью общества. По заявлениям некоторых влиятельных ингушских лидеров, положение было таковым, что дальнейшее существование двух братских народов в одном субъекте было возможно только при учреждении новой федеративной республики на паритетной основе с сохранением раздельного республиканского руководства как Чечни, так и Ингушетии. Проект Беслана Костоева. Костоеву добивались одинакового по объему финансирования программы развития как ингушской части республики, так и чеченской через сохраненные национальные правительственные структуры. А остальное и так было на паритетной основе. Но чеченцев, которых по переписи 1989 года в Чечено-Ингушетии было в 4,5-5 раз больше, чем ингушей, 734 тысячи против 163 тысяч, такой расклад не устраивал. Кроме того, он не учитывал фактор русскоязычного населения, которого в республике было почти в 2 раза больше, чем ингушей, около 300 тысяч. Как же обстояло дело с равноправием народов Чечено-Ингушской ССР? И кто кого на самом деле дискриминировал? Фактически руководство Чечено-Ингушетии на всем, как всем известно, является первый секретарь обкома КПСС. По негласному установлению этот пост мог занимать только представитель русской национальности. Чеченцы и ингуши не могли даже претендовать на него. Как речь идет о том, Магомед Амагов. Дышни дошел, Шаройский Омар дошел, и еще одна наша сестра, кажется, вот 4 доната, больше ничего не доходило в Ижре. Если бы что-либо дошло, я бы вам сразу уже сказал. Сейчас скажу вам. Дышни с Жайраха дошло, и 2 Омар Шаройский, еще 1. Больше ничего не доходило. Казбек, Омар и Мухаммад Магомед Амагов. Хамса Качесвик, Хакача сразу Эльдар, потому что это для нас очень важно и нужно для поддержания канала. Цахачон. Речь идет о том, что якобы ущемляли чеченцы в Чечне права ингушей. Не забывайте, господа, письмо
написано в 1972 году. Вы говорите, только сейчас это началось. В 1972 году это письмо написано было. Недовольство. Дальше. Как вспоминает бывший номенклатурный работник, не допускали никого, чеченцев на высшее место не допускали, говорится. Как вспоминает бывший номенклатурный работник Махма Баснакаев, в состав бюро Чечено-Ингушской обкома КПСС в 1964 году входили Титов, Дорохов, Чахтиев, Габисов, Бессарабов, Беляев, Гарибеков, Боков, Алмазов, Олейников, Правенький. Из 11 членов бюро 6 человек были русскими, 3 ингуша и только 2 чеченца, с учетом того, что нас было в 4,5 раза больше. 2 чеченца, 3 ингуша. Это высший состав, видишь, он, который идет. Из 97 членов обкома КПСС в 1964 году чеченов было 25 человек, а ингушей 12. В 1970 году из 107 членов Чечено-Ингушского обкома партии чеченцев и ингушей было только 42 человека. В 11 районах республики с 18 секретарями райкомов были русские. Во всех 4 районах города Грозного, Гудермесов, Шелковском, Наурском, Натеречном, Грозненском, Сельском, Сунжинском, Малгобекском. Совершенно другая картина в этом отношении была в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, где более 80-90% секретарей райкомов партии были представителями местной национальности. Местной национальности. Это вы сейчас читаете интересно, Башлам, это телеграм. Нет, это не телеграм, это документы. Вот таким было равенство, а вот такой была на самом деле действительность реабилитации репрессированных народов. Вторым и третьим секретарем обкома партии, как правило, попеременно с русскими становились то чеченец, то ингуш. Должность секретаря Грозненского горкома партии также была недоступна для представителей так называемых титульных наций. Руководителем президиума Верховного Совета Республики, высшего органа представителей законодательной власти республики, должен был быть ингушом. А председателем высшего органа исполнительной власти Совета министров республики чеченцем. Первый его заместитель опять-таки был ингушом. В тех министерствах и ведомствах, где первыми лицами были чеченцы, в большинстве из них возглавлялось представителями русскоязычной части населения. Заместителем обычно был ингуш или русский, а если ингуш, то чеченец или русский. Таким образом, было предусмотрено конкретные квоты на представительство в органах властей тех или иных национальных групп, которые, безусловно, соблюдались. В телевидении и радио 25% вещания велось на чеченском и ингушских языках, полный паритет. А оставшие 50% на русском. Что же касается чечено-ингушского книжного издательства, которое по непонятным традициям практически все возглавлялось представителями ингушской национальности, то примерно 70% издаваемой там литературы выходило на русском языке, 20% на ингушском и только 10% на чеченском языке. Представительство ингушей в центральных аппаратах обкома, партии, правительства, министерства, ведомства, особенно в тех, где первыми руководителями были ингуши, правоохранительных, судебных органов, спецслужбах, МВД, КГБ, прокуратуры, в суд, в процентном соотношении было пропорционально численности населения больше, чем у чеченцев. Ингушей было больше, чем у чеченцев. Членов партии среди ингушей было намного больше, чем среди чеченцев. Степень большевизации ингушей традиционно было одной из самых высоких на Северном Кавказе, если не самой высокой. Как пишет М. Мамилов, к моменту установления советской власти здесь было 37 членов и 430 кандидатов в членов партии. Идеологические вопросы в республике в основном занимались также ингуши. Секретарем по идеологии, как правило, был представителем ингушской национальности. На одну чеченскую республику
на чеченскую республиканскую газету «Ленинняк», нынешняя «Деймак», приходилась одна республиканская газета на ингушском языке «Сердало», хотя добрая половина текстов на нем иногда больше было на русском языке. На один литературный журнал на чеченском языке «Орга» приходил ровно один ингушский журнал «Ломанын Уйре». На единственный журнал для чеченских детей «Стил-Ад», ингушеязычный журнал с таким же названием «Сила-Ад». Причем объединенную редакцию обеих детских журналов тоже возглавлял ингуш-поэт Саид Чавкиев. Один объединенный чечено-ингушский драматический театр с отдельными чеченскими ингушскими национальными театральными труппами. Государственный ансамбль песни и танцы тоже был общим чечено-ингушским, что получало отражение в своем названии «Война». На всю республику была также чечено-ингушский кукольный театр, который ставил свои постановки на русском, чеченском и ингушских языках. Представителей ингушской сферы высшего образования в науке также было выше, чем у чеченцев. В области торговли и того больше. Непропорционально большее количество ингушей работало в сфере снабжения, в услуг. Директора различных снабженческих баз, экспедиторы, заведующие складов, директора различных молочных комбинатов, заводов. Практически большинство всех так называемых хлебных мест были, если не за евреями и армянами, то за то за выходцами из ингушской национальности. Я думаю, что, может быть, это дальше я пока читать не буду. Там очень много, очень. Дальше мы продолжим в следующем эфире. У меня просто времени нету, имеется времени нету, трафика у нас нету. Все шикардовские места, хлебные места, были за ингушами. Если одна газета была на чеченском языке, то обязательно была на ингушском. Вы посмотрите, какая чеченцев было в 5 раз больше, 4,5-5 раз больше. 5 раз. Понимаете? Торговля была за ними, да, правильно, Чарто. Торговля была за ними, а купчи мы, получается. Они же говорят, мы никогда не торговали, а торговали. И торговали, и покупали, и самые хлебные места за ними были. И это я еще половину не прочитал вам из того, что есть. Самые высокие должности, большинство были за ними. А сегодня эта старая шизофреничка сидит и говорит, да, боша, ашу. А эта тема, она идет с 70-х годов, Шудукдаш. С 70-х годов. Представьте, в то время говорили, мы не на равных. О каком равенстве говорить-то? А что должны были все 163 тысячи быть в шикардосских, на высших местах, высших званиях, а чеченский народ что? Ногчий народ в чем? Вы сами задумайтесь, не надо это мне говорить и говорить, что я там что-то. Я отвечаю на ваш вопрос. Он же говорил, сидит и рассказывает. Мне ролик вырезки, вы присылаете, ответить. А чему отвечать? Чему отвечать? Так, вот, поступил от Мухаммада. Я не знаю, кто такой Мухаммад, но Мухаммад ДРС дал Сейдуэл за поддержку нашего канала. Мухаммад задонатил. Я не знаю. Просто написано Мухаммад. Он поддержал наш канал. ДРС дал Духуахуа. Каждая ваша поддержка идет на развитие нашего канала. Да, на покупки книг и документов, все, что нам нужно. Поэтому задумайтесь. С 1972 году написано жалоба. В 1972 году. Это на следующий год они сделали, уже произошла непосредственно. Я честно сказать, я не понимаю, зачем в 1934 году объединил проклятый Сталин, объединил нас. Зачем? Wallah, я не понимаю. Не понимаю, честно сказать. На каждый довод, на каждое опровержение есть, я и раньше вам рассказывал, прямо пофамильно он называет.
по фамилии, 2 чеченца, 4 ингуша. Вот так происходила вся ситуация. На самом деле, сегодня, на сегодняшний день, во всех смертных у нас забрали, у нас отжали, у нас это, у нас то. Никто не остался обделенным. Что касается пригородного района, это уже не к нам. Хотели помочь, и об этом там есть. Все мы, я, все там моменты, все, фамилии, должности, все документально подтверждено. Мухаммад Хакачон, Инс Хакачон, Мухаммад Хакачон дал Сидуэл, дал Духуауэл. Огромная благодарность, братуха, за поддержку. Неважно, какая сумма, главное, что вы поддерживаете канал, и когда я знаю об этом, и другие слышат благодарность, что вы поддерживаете этот канал, я знаю, что наша работа и наше дело правильно из-за этого. Поэтому я определенное время вам за счет благодарности выделяю, благодарю, чтобы все знали, что когда мы все вместе друг друга поддерживаем, наша работа идет хорошо. Когда каждый, как ляби, чука и рак, идет вот так. Благодаря шалинскому брату Лембу, я нашел такие моменты в истории, которые он ими не пользовался, но он прислал их. И сегодня мы просто обогатели. Как не понимаешь, в результате ведь ты сам видишь, для этого и объединили, чтобы верно... Да там вопрос нет, там черту, там не даже рулить над нами. Нет. Там шикарные места все равно были за русскими. Там разницы нет, были ингуши или нет. Разницы никакой нету, понимаешь? Проблема в том, что рулили самыми хорошими местами русские. Все районы, Наорский, Ширковской, Шаройский, они все перечисляют. Все были русские. Но несмотря на это, они в 70-х годах написали. А он сегодня мне начинает говорить, он не один. Да какая разница? Там же обсуждается, говорит, что в Кабардино-Балкарии, в Осетии, в Дагестане 80-90% все руководство было национально. То есть своей национальности ставили. А в Чечне, в Чечено-Ингушетии не было. Да, Халифацию Сталин в 1934 году объединить двинул. Нельзя было это допускать. Нельзя. Тогда бы у них были бы свои заводы, свое развитие. Все эти 163 тысячи остались бы там, и там бы возрождали и строили заводы и так далее и тому подобное. И не сказали бы, что Гайрбеков в чем-то виноват. И не сказали бы другому. И наша территория была бы иной. Совсем иной. Я не знаю, правда, в 3 раза больше территория там Наурского, Шилковского района за счет пригородного Елабуш. Они это говорят. Ни одного, хоть один бы документ, если бы был бы, сегодня говорят, вы обсуждаете, нет. В первой части мы говорили об Кавказской войне. Мы читали прокламацию Борятинского. Опять же, что говорится в этой прокламации? Обманули ли чеченцев? Обманули. Почему? Он говорит, что все земли до 1839 года отдадут чеченцам. Сказали. Отдали? Нет, не отдали. А знаете, почему не отдали? Потому что на эти земли посадили тех офицеров, которые были на стороне царской России. И они остались пожизненно у них владение. Само собой, если там сидит офицер царский, а у нас таковых почти не было, мы знаем, они какой национальности, они к той автономии присоединились сегодня, они говорят, это исконно наше. Да, это неправда. Сообщение. Если бы, хорошо, я вам приведу другой пример. Если бы все ауховцы повально служили бы в царской России, были бы офицерами царские, то сегодня эти царские, сегодня весь Ауховский район вместе с Хасавюртовским районом принадлежал бы их потомкам. Вот так вот было бы все. Если бы, чтобы было понятно, вам говорю. Все земли, большинство земель принадлежат тем, кто получил эти земли в наделы с благодарностью от царской России.
А их потомки через 20, 30, 100 лет сегодня утверждают и клянутся, что оказывается, еще когда мамонты и динозавры вымирали, эти земли были их. Вот в чем проблема. И им реконкиста чеченская не нравится. Им не нравится это. Им не нравится, когда говорят, что ваших феодалов дали пендалей и отправили обратно домой. Или уничтожили. Им это не нравится. Не хочется такое слушать. Ведь они в своих сказках сидят и везде рассказывают. Мы, оказывается, правили. И у нас там до Северно-Ледовитого океана наши земли. Я никогда такого не говорю, что у нас были там до Северно-Ледовитого океана земли. Я также не говорю, что у нас было 5 миллионов, 10 миллионов. Я этого не говорю. Знаете, почему не говорю? Потому что для любых цифр должны быть доказательства. Вне всякого сомнения, наш народ, новчий народ, как один из самых смелых и воинствующих народов, очень много воевали. И входили в разные составы, будь то Аланского царства, будь то Хазарского царства, будь то других каких-то, Золотую Орду, после проигрыша, я имею в виду. Но, когда вы говорите, после принятия ислама у нас там было 1,5-2, 10 миллионов аштубах рапайтбас, потому что кешниш, тагейт кешниш цахарча, аж бючбол, пючгучбол. Хаму бита, 5 миллионов, каши, хадегейта. Такие вещи говорить нельзя. Нужно быть грамотными. То, что когда-то мы там были, неизвестно, кто от нас откололся и кто к нам присоединился. Мы не можем сказать. По гаплогруппе вообще ничего не показывают. С гаплогруппами ты только, наоборот, больше рассоришь между собой. Едино. Почему? Потому что начиная J1, J2, ценный шпул, хорошо. Нет, J2 начинает говорить, мы самые чистые. Но наука говорит, J2 произошли позже, чем J1. И от них идет сперва J1, потом J2. И тут начинается проблема. О, так лучше кто? J1 или J2? Про L и Q вообще не говорим. Q там отправили, то в Алтай отправили, то в Сибирь отправили, то в Северную Америку, то к монголам отправили. Хотя, честно сказать, какое отношение к монголам они имеют, это тоже непонятно. Там идет Дальний Восток, Сибирь, Алтай, Север, в основном Северная Америка там идет. Ну да ладно, сейчас речь не об этом. L3 начинает, L3 уходит на Ближний Восток. J1, J2 это тоже Ближний Восток, потому что это йеменские ашкенази в основном. А локальное количество, большее место, это где? В Чечне, там, в Ингушетии. Окей. В Дагестане. Опять же, я что говорю? По ДНК ничего тоже не показывает. Такие же ДНК в основном и здесь. Наши предки давали убежище, принимали воинствующих народы, которые к ним хорошо относились, а таковыми являлись в основном адыги, их принимали. И как таковой с этим народом проблем у нас не было. По крайней мере. Да, есть, без всякого сомнения, есть претензии к Сюле, но это вопрос, пока вопрос ауха не будет закрыть, они всегда будут. Будут и те, кто их защищает, будут и те, кто будет против. Но их, те, кто будет против, их будет больше. И вот буквально заявление, которое было сделано 23 числа, об этом и говорит. Может пройти, если эти люди думают забудется, нет, просто-напросто недовольство и ненависть будет увеличиваться. Если же не будут отданы дома и села тем, кому они принадлежат. Оно будет увеличиваться. Хотят Сюлю, не хотят Сюлю. Да, опять же повторюсь, если больше офицеров, служащих будут из Дагестана, или из Ингушетии, или из Осетии, или из других мест существующей Российской Федерации, Северно-Федеральном округе, больше привилегий будет за этим. Такова история России. И вот прокламация вам говорит об этом.
То есть, если бы больше было бы царских офицеров, я не сужу, правильно, неправильно, да, что послушайте меня. Мы говорим о той тенденции, которая состоялась в царской России. Это история. Если больше твоих офицеров, почему сегодня не нравится, говорят, все, Рамзану отдали, его там войскам отдали и так далее и тому подобное. Они недовольны. Почему? Потому что сегодня начала меняться ситуация. Об этом говорят и осетинские блогеры. Об этом говорят и осетинские блогеры тоже самое говорят. Сила поменялась, сила противовеса. Сегодня вся военная мощь состоит в Чечне, он говорит. Не в Дагестане, не в Осетии, не тем более в Ингушетии, не в Кабарде, а в Чечне. Ставка в Чечне. И это сегодня не нравится многим экспертам, общественникам, которые сегодня недовольны данной военно-политической ситуацией. Но вот такая же обстановка была с начала Кавказской войны. Я вам могу зачитать документы, которые этот Абшеронский полк, вы посмотрите, вы просто глаза на лоб полезут. Сколько было служивых в Дагестане, это просто ужас. И каждый из них с гор должен был спуститься, каждому служивому нужно было выдать земли. А чьи земли они будут занимать, когда там уже живут нохчи, ауховцы? Надо у них как-то отбирать, надо их как-то ущемлять. Ну, или нохчи, или гонки, кого-то, кто там есть. И вот так пошла, перешли Терскую область, раздербанили, ушли уже вверх, там они, Шилковской район сверху, Кизляр, вот пошли уже в степи Ставрополя ушли. Потому что с гор спускаются, а куда им идти? Плоскостных территорий нету. Понимаете? Поэтому ситуация меняется только тогда, когда ты лоялен федеральному центру. Все, кто был лоялен в ранние периоды, отхватили достаточно земли и привилегий у царской России, и советской России, и постсоветской России. Вне всякого сомнения это было, есть и будет. Чтобы вы понимали. И прокламация Борятинского фактически мало в чем изменилась. Там были привилегии, увидите, ваши суды будут решать. Там все кровной мести. Ее мы будем судить по своим законам. А остальное, посмотрите, если любой наиб послушает, наиб, что ему оставляет, оружие оставляет, рекруту не будет 5 лет освобождает от всех налогов, просто дороги охраняй, бандитов охраняй, все. Больше ничего не надо. 5 лет бесплатно, все бесплатно, 5 лет. Даже сейчас, после 2 войн, 20 лет войны не было такого. Чтобы на 5 лет освободили, без налогов, без ничего, чтобы и малый, средний, весь бизнес, чтобы возрождался. Я, по крайней мере, не слышал об этом. Но Борятинский вот говорит, дороги содержите, мулы содержите, все остальное, это ничем не отличается от сегодняшней системы. Только там народные суды были, их нету сейчас, народных судов нету. По датам мы и так живем. По шариату тоже живут те, кто живет, кто хочет жить. Кто схитрит, идет, кому не нравятся законы наших предков, бежит в светский суд. А если в светском суде его говорят, ты не прав, он бежит опять по адату, бежит в шариатский суд. А когда ему все 3 отказывают, тогда он уже или соглашается, или говорит, я вообще не хочу жить здесь с вами, вы все неправы, и мулы неправы, и светская власть неправы, и адаты неправы. И такая вот билиберда происходит. Это была и есть история. К сожалению, сегодня все это перекликается с политикой. Хотя я говорю, мы занимаемся историей, а не политикой. Но политика, по сути своей, это и есть история. Без нее никак не получается. Но я вам рассказываю эти моменты, чтобы вы
и ваши потомки, и наши потомки все это знали, что мы это все знаем. Как мы теряли земли, и как ее другие приобретали, потому что победитель распределяет. Победили бы мы, там, допустим, имам Шамиль, он бы распределил своим наибам. Ничего бы не поменялось. Он бы сказал, вот мой наиб, это тебе земля, вот Муртазеки, это ваша земля, и так далее, и тому подобное. Дели, саламу ашаду, Германия, выжрышки, жрышки, массага. Вот такая вот ситуация, господа мои хорошие. Почему-то мы разгоняемся уже к концу эфира. Я прошу прощения. 3 минуты, и мы уже заканчиваем. Дальше уже наши, как говорится, возможности ограничены. Продолжим, наверное, в следующий раз. Я не хочу быть и вести монолог в одно лицо. Я хочу, чтобы вы задавали вопросы. Если я не прав, скажи, вот здесь ты не прав. Вот здесь это. Я любой критике я нормально отношусь. Единственное, что я не люблю, когда начинают перегибать, вот эти разговоры не надо вести. Это пустое балабольство. Это ничего, никакому исправлению нашей ситуации, нашей истории это не приведет. Это только стравливание между собой один и единый народ. Я не баллотируюсь в президенты, я не баллотируюсь там куда-либо председатель, я же нет. Я с вами веду дискуссию. Я говорю, завтра, если вам нужна государственность, вам нужен ваш парламент, мягко, да, и так далее, и тому подобное, все свое, своя родина, свое село, то будьте любезны, изучайте, слушайте и делайте выводы. Никакое европейское право не может быть лучше нашего, на то, что оставили наши предки. Какие-то экономические модели, вполне возможно, мы говорим, что европейская экономическая модель, да нет. Европейская экономическая модель или социальная политика основана в основном на исламе, вот, честно сказать, как бы кому не нравилось. То есть пенсии дала, пособие дала, но это должно быть честное распределение. Нам нравится, что там какой-то директор фирмы ездит на велосипеде или в метро, как обычный человек. Нам это нравится в Европе. Но сами, когда здесь вас выдернут и поставят вас министром или там, не знаю, директором чего-то, вы ищете человека, который бы вам открывал дверь, который бы сидел бы за рулем, и сами сразу же покупаете там камеры. Я не говорю, что это плохо. Тот, кто ходит пешком зимой и осенью, тот знает, что это такое. Особенно срочно в больнице его увяжут. Я узнал это буквально недавно, когда мне ночью, в 12 часу ночи пришлось бежать в больницу, поскольку я не мог ни такси, ничего найти. Такая экстренная ситуация была. Побежал. Вот. Я не говорю, что нету зависти к богатству, нет, вопрос не в этом. Мы завидуем чему-то европейскому, а когда нас же ставят завтра, мы начинаем крутелло, брателло, 2 человека в черной одежде за рулем, 3 кабана охраняют, 4-е это. Зачем? Зачем? Если ты хочешь жить как твой предок, извини меня, ты эти вещи делать не будешь. Понимаешь? Если ты будешь жить по адатам, если ты дождь, что говорится, хадас, хадедас, атайпанах, худяшу, на завтра, послезавтра ты проблему делаешь, если ты это нечестно, осторожно, не делай такие вещи, хотя бы намекнуть тебе, Ашхальч. Этого бы не было, потому что они бы знали, и потомки бы знали, сказали бы, Хатайпан больше наха, сагергаш на могит тордаться, такие вещи нельзя делать. Нужно быть поаккуратнее со своими желаниями и страстями. Айла, зуда, айла, я это все понимаю. Но получается, как у нас? Мы такой народ, жить
нам нравится модель экономическая, финансовая, правовая модель Европы, где свободы, права и так далее и тому подобное. Но когда тебе представляется завтра быть таким, ты раз, ой, хоп, опять же. И мы всегда найдем человека, который начнет обвинять и говорить, вот, у нас все идет с головы, с Москвы идет в Москве. Ну подождите, это неправда. Я вам могу объяснить, почему неправда. Фактически, сегодня без малого чего? Прямой эфир на другую тематику. Почему не делаете? Какую тематику? Что мы делаем? Расскажи мне, какую тематику мы каждый раз рассказываем. А если государственное мы обвиняем, допустим, я хочу, чтобы вы понимали, соседние регионы, посмотрите, выделяют ли им деньги такие? Валлахи выделяют, поверьте мне. Они говорят, вот Чечне больше. Нет, не больше. И возможности у них больше, и заводы у них есть, и ТЭЦ, и ГЭС у них есть. У тех, у кого есть, я говорю, советских времен. Просто должен быть человек, который будет минимализировать кражи и больше давать возможности идти по делу эти деньги. Делать все как нужно, нужным образом. Тогда не будет. И с тех пор ничего не поменялось. У имама Шамиля были эти проблемы. Он ставил наместников, они на местах беспределили, люди жаловались, он защищал больше своих наибов, и вот так, само собой, наибы некоторые были сюли, ногчи не хотели подчиняться сюли наибам, происходила эта конфронтация, или их убивали, или прогоняли, потом карательная экспедиция, и вот так это было в то время, ничего не менялось. Это было так, да. Да, каких-то там, я, честно сказать, не так просто все в истории. Вот. Поэтому каждый выбирает свое. Прошу прощения, я уже 4 минуты профурганил. Ибрahim, есть вопросы с Ютуба? Давай быстро я отвечу. Я бы хотела, чтобы мы снова были ортодоксальными кавказцами. Ортодоксальными кавказцами. Я бы тоже хотел, чтобы реконкиста всегда продолжалась. Ну да ладно, сейчас не об этом. Наших земель и истории. Есть вопросы? Если нету, надо завершить, потому что это он дикпацию. Ладно, если будут, как раз пока я прощаюсь, ты отправишь. Огромная благодарность в конце каждого эфира, как Sky One делает. Сегодня Шаройскому Умару, Казбеку, Мухаммаду и кто там еще был? Еще один человек был, который задонатили. 4 или 5 человек, получается, сегодня поддержали наш канал. Огромная вам благодарность за вашу поддержку, за то, что не оставляете, за то, что поддерживаете. Дал дух дахтуэл, дал сей дуэл. Массера бюстея халеол. Я прошу всех ради Всевышнего Аллаха простить меня, если я что-то неправильно говорил, делал. Не забывайте лайкать, репосты делать, приглашать нам новых подписчиков. Задавайте тематику, вот это давайте обсудим, вот это интересно. И я, конечно, постараюсь вам максимально ответить на ваши вопросы. Башлам, он дерез хейб, дале тубуэл, дал вергативуэл. До Назароне дерез масана хейлшу. Ваух приезжал, Ваух я приезжал и буду приезжать. И ауховская тема до тех пор, пока Аух не станет таким, как был ранее, мы будем говорить столько, сколько живем, и Аух, и другие темы.
Масендересхил, Адеквел, я на связи, если что, писать, звонить, вы знаете, в директ. Завтра постараюсь сделать эфир, не обещаю, поскольку наши, как говорится, как я вам сказал ранее, будут активно работать наша поддержка, мы будем делать эфиры. Нет, будем сокращать. Всем удачи, до следующей встречи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Анекдот был такой, ваша самашина Юрин, яшо ову яцхун, шуварха декер тахвир и вашну ксу.